что, новый день. Слушайте, бочком идем. Так, главное тут. Прошел вроде бы так. Как мне теперь на ту сторону пройти? Озеро Губина. Озеро Губина. Что-то я понять не могу. Немножко. Там вообще можно пройти, нет? Такое ощущение, что нет. Куда я вообще зашел? Ай, ё-моё. Тут всякие еще растяжки под ногами. Ё-моё. Опору. Вон. Опору. Так. Ну ладно, идем так. Что-то не рискую пока по этому озеру колдыбасить. Как бы не потонуть в нем. Но видите, у нас уже снег лежит. Так, сегодня какое у нас? 28 октября. В Якутске тепло. Вот я вышел. Да, температуру надо сказать. Ну, градусов 6, наверное, я думаю. Или даже теплее. Так, перешел через это. О, детишки там, смотрите. Уже с горок катаются. Где они там? О. Видали, да? У кого с горок детишки катаются? Вот у нас уже катаются. Так. О, так, пройтись по снежку свежему. В Москве, говорят, вчера тоже уже снег падал. Ну, у нас он уже давно выпал. Поэтому ничего удивительного для нас тут нету. Единственное, что я, конечно, забрел тут. Неудобно мне ходить, естественно. Здесь по этим непротоптанным дорожкам. Ну, солнце, смотрите, вообще шикарно. Шикарно, сегодня теплый день. Я хочу дойти до проспекта Ленина. Там посмотреть, что там какая-то выставка, продажа идет, что ли. Ёлки-палки, как мне тут пройти? Еще никто ничего не протоптал. Ну а что спросите вы меня, я так хожу? А потому что дорогами-то неинтересно ходить, уже все исхожено. Поэтому приходится вот здесь вот. Так, ну-ка посмотрим, как тут вообще. Вообще реально. Смотрите, тут оно что-то проваливается уже. Я смогу, нет? Бля. Не, жесть. Извиняюсь, конечно. Забросила меня здесь. Ходьбинушка. Поэтому вот такими трубками-то никто не ходит. Блин, вообще тут жестоко. А если я провалюсь? Ну там вроде бы люди ходят уже как-то. Смотрите. Трэш-контент. Вот там что-то проваливается. Смотрите. Но я такие вот бутсовые одел, которые не жалко. Не жалко. О, тут уже что-то. Тут уже кто-то ходил. Так, а как я здесь залезу? С какой стороны? Мне надо вот здесь вот залазить. Жигулевская. Так. Вот здесь вот что-то нереально подняться. Будем пытаться подняться. Опс. Я уже обладаю определенной техникой подъема по таким по таким подъемам. Поэтому как бы особо и не боюсь свалиться. Так, ну вот здесь мы вышли. Видите, какой артефакт. Так, что-то тут посносили. Так, а как я пройду
Здесь теперь как мне пройти? Наверное, вот так вот, да? Смотрите, тут как сделано гаражи. И сверху там строительные, ой, господи, спортивные какие-то площадки. Спортивные. То ли футбольное поле, то ли еще что. Ну вот так вот пытаются, значит, как это сказать, среду сделать в городе более для жизни, как бы, чтобы можно было и машинам тут, и в то же время и люди могли спортом позаниматься, чтобы куда-то за 3-9 земель не ходить, какой-то там стадион и все, чтобы вот так вот в шаговой доступности была возможность сходить. Так, у нас преграда, теплотрасса, вот это вот, теплотрасса. Как я перескочу. Так, а это что это? А это подъем туда наверх. Наверх. Ну ладно, не буду я подниматься, другой мне цель. Вот так вот пойдем. Сейчас потихонечку. Фух. Днем, кстати, снимается получше, потому что это ярко. Так, сюда идем. Куда идем мы с пятачком? Большой секрет. Не расскажем мы о нем, нет и нет и нет. Так, опять мне тут надо на корячке. О, блин, ё-моё. Вы бы знали, как это сложно. Я еще тут в магазин зашел. Накупил там кучу продуктов. Фух. И вот тащусь. Это такой колибри какой-то. Мы открылись. Молоко. Так, вот вышли двор. Так. Ну хорошо, хоть прошли. Так, а я тут так пройду. Там проход есть, по-моему, есть проход. Так что можно. О, воробьишки. Воробьявичусы. Что-то тут ищут. Вот такой вот. Такая детская площадка здесь. Довольно приличная между вот этими двумя домами. Ну и там уже у нас получается выход на... Это я до улицы Черяева вон там дошел практически. Так, вот так вот проходим. Вот какой-то старинный дом. Это получается у нас Черяева, да? Так, все, уходим сюда. Сворачиваем и туда идем. Ничего себе, смотрите, осенняя капель. Ну, вы видали такое? Осенняя капель. Капает. Ходим мимо почтамта. Кстати, зайти туда, что ли? Календарь посмотреть. Да. Календарики есть, но что-то подорожали. Отрывные вот эти вот 96 рублей стали стоить. А клеят, которые на стену, годовые, те от что-то 20, ну, 30 рублей дороже, там, 30 рублей там маленький. А обычный так рублей 50. Якоря возле Лорпа. Смотрите, Якутску 391 год. Вот. О, слушайте, сделали, короче, здесь ремонт же. Поставили здесь скамейки, получается. Сделали, тут светофор, не было светофора. Ну и сейчас вот тут присыпано, конечно. Но видно, что здесь плитка такая светлая лежит, скамеечки такие. Вот эти шикарные стоят, так что можно будет летом посидеть. Ну видно вот здесь, смотрите, это для езды, да, на великах. Отдельная. Вот она такая темная, асфальтированная. А пешеходная часть, она вот светлая. Смотрите, уже на санях что-то тащат в наше время. Ух. Поставили здесь вот такие столбики, вот гаражи Так, как пройти-то? Так вот, да? Их с двух сторон поставили, чтобы машины не заезжали. Смотрите, тут чистят. Кучки со снегом убирают. Здесь был
раньше остановка, ее что-то пока нет, или вон там дальше делают ее. Да, вот такие вот столбики. Вот можно посмотреть. Тут изменения у нас. Вот так вот. А вон остановку делают. Изменения. Тут убрали все вот это вот, то, что было, оставили. Вот этот памятник. Один памятник фонтан. Человек, такое лицо. И здесь я смотрю, переложили плитку. Причем чистят. Вот тут какие-то работы еще идут. Ну и вывеска вот здесь вот Якутск. Здесь тоже какие-то работы делают. Так, ну что, туда идем. Возле вот проспекта. Смотрите, какая дорога вся укатанная. О, музыкант, смотрите, играет. Да, ну тут, конечно, надо чистить вот дорогу, потому что между этими торговыми комплексами, потому что тут людей тьма ходит. Это у нас ЦУМ, а там Саха-Экспо. Два больших магазина таких. Накатано все. И вот здесь вот почему-то вот эти торговые центры не чистят. Нифига вот эту площадку. Так, здесь у нас поставили телок с белорусскими продуктами. Посмотрим, здесь люди. Так, и что-то продают здесь. О, белорусская семья, колбаска есть. Ну давайте. Еще отрежьте мне, и я возьму. Шпроты даже, что ли? Полукопченая, чесночная. Ну, короче, здесь тоже. Как это? Боярская. Как называется? Похоже на это. Сиски. На краков. Ой, и молоко продают. Ну, 147 рублей. Тушенка. давайте вешайте. Сгущенка. Как рассчитаешь? Есть. Я не буду заходить, там народу тьма. В этом Саха-Экспо. Делать нечего там. Деньги выкидывать. Там всякое ненужное барахло продается для меня. Так, ну люди сегодня суббота у нас, поэтому они идут, ну, в магазины отовариваться. Так, здесь транспортная вот такая, как мне пройти-то. Так вот, переходим улицу. Да, ну вот совсем непонятно, почему в центре совсем не чистят дороги. Здесь хотя бы центр могли убирать. Вообще какие-то колдобины. Делал осторожно, скользко. Додумались. Но у них тут коврик лежит. Много тут товаров ДНС. Очень много. Можно ходить нескончаемо. Так, а где тут мониторы продают? Посмотрели, как жесткие виски подорожали. Терабайтный 6300. А этот на сколько? 5 терабайт. 10,5. 4. 12 тысяч. Камеры продаются. Зеркалки. Sony, Nikon, Canon. И объективчики. Это экшн камеры. Он с той стороны стоял. Это дешевые. А вот есть такие вот. GoPro. Мониторы. Моноблоки с мониторами. Так, мне надо 4К формата. Вот есть. Samsung. 32 тысячи. Да, куча целая. Системные блоки. Мышки, голова. Ну что, вышли. Все, дальше идем по Ярославского. Надпись «Осторожно, скользко» есть. Что-то тут дорога вообще убитая. Почему ее не делают? Тут столько торговых центров. А тут и вообще дереводан, она раздолбленная вся. Ресторан грузинской кухни хачапури. Я вот посюда пойду. Вот посюда. Не пойду я по Ярославскому, пойду я тут дворами. Вот это вот школа, а там Универсам, продуктовый магазин. Смотрите, вот Универсам, еще с Советского Союза, вывеска, удачная покупка.
Сам номер один из первых в городе. Почему-то фиг пройдешь, приходится перелазить. О! Ну хорошо, у меня ноги шевелятся. Так, вот здесь КПДшки, куча КПДшек. А вот это дом Ярославского с арками. Он еще тоже в советское время построен. Так, пройдем здесь, надеюсь. Такие вот здесь тропиночки. За песочек тут брал. Дорожка с песочком. Поэтому можно вот так вот идти. Так, что здесь? Добро пожаловать. Какое-то здание здесь непонятное. Осторожно, республиканский шахматный шашечный центр. Ух ты! Не Романова. Вон. Видно, да? Вот это я не знал, что он тут есть. Ой. Вот он, короче, здесь. И тут пройти. Так, здесь дворы. Я там, наверное, не пройду. Мне надо будет на Амосово выходить. Вот здесь вот это торговый комплекс. Вот здесь вот, где универмаг. Ага, задняя сторона его получается. Вот это тут магазин Милан, по-моему, еще что-то. Тут реставрированный такой ретро-забор. Естественно, он не сохранился с того времени, его просто восстановили. Вот такой вот он. Отель Тыгын-Дархан, один из лучших в городе. Комдрагмеда вот это. Здесь, кстати, алмазная выставка находится бриллиантов. Поэтому кому интересно, вот сюда вот ходите. Так, тут я вижу, люди ходят. Так, здесь вот это восстановленный острог. Вот каким выглядит, как раньше Якутск выглядел давным-давно. Была крепость. Ее восстановили. Двери новые, что покрасили. Вагонкой обделали. Старый город. Это, по-моему, тут ресторан какой-то. Тут где-то должна быть выставка, продажа. Вернем вот сюда вот. Маскота. Итальянская обувь. Ржакова улица. Небольшая, на Преображенский храм она выходит. Карло Пазолини. Вот, смотрите, магазины. Крутой. Этот Карло Пазолини. Сейчас вам покажу. Ух, как солнце-то. Памятник. Вот тут тоже плитку обновили, смотрите. Ржакову поставили. Ну, один из первых вот, революционеров, который... Смотрите, у него какая кобура здесь. Маузер. Вот он. Товарищ Ржаков. Степан Михайлович Ржаков. Видный государственный деятель автономии Якутии. Инициатор автономии Якутии. Вот. 1892-1942 годы жизни. Вот он какой красавец. Так что вот кто создатель, по сути дела, автономии республики. Ретро-дома стоят. Ретро-забор. Смотрите, ну это все восстановленное, да? Он уже, конечно, покосился, не знаю, сколько ему лет, 10-15. Вот здесь вот здание епархии, принадлежащей епархии. Тут, по-моему, вечерний, ой, как это называется, школа. Как находится ихняя. Давно я тут не был. Машин сколько. Храм Преображенский. Ну, у нас несколько храмов в городе. Вот один из них. Ну, он уже тоже восстановлен, сделан. И вот там вот у нас столб основания города. Вот этот вот посвященный. Вот, видно, да? Так, здание ЗАГСа. Вот оно. Свадьбы здесь проходят. Стояли памятник. Это он чурки. Понял все. Это вот раньше такими конфетки ему положили. Это строил он мостовую здесь. Вот такую вот мостовую с чурок. Вот он чурки тащит вот эти вот.
сюда идти. Здесь будет заход, и здесь будет выставка рыбы, мяса. Кстати, тоже острог, реставрированный, заново сделанный. Старый город.